Собирать материалы, связанные с историей кыргызов, начали еще с 1890 года, среди которых можно встретить работы Поль Пелио, который сделал снимки Курманджан Датки. Ученый тогда специально приехал из Китая ради того, чтобы сделать снимки алайской царицы. Найденные фото хранились в госархивах Финляндии и России. Финское наследие агентство. Поисковые работы начались еще 2016 года. Было проделано много работы. На сегодня из города Хельсинки привезли более 150 фотографий об экспедиции русского ученого в Центральной Азии. Много фотографий Курманджан Датки о жизни алайцев. Фотографии были сделаны еще в 1890 году. В Кыргызстан привезли лишь копии материалов. Они были привезены в рамках поисковых работ со стороны Кыргызстана. На данный момент собрано 6000 фотографий, 333 кинодокументов, а также 391 аудиозапись. Наши сотрудники проделали много работы и в России. Привезли фонозаписи из Русского географического центра. Все это нам поможет детализировать нашу историю. Кроме как фотографий, в Центральном архиве есть аудио и письменные документы, а также здесь можно найти указы государственного уровня. На сегодня в комнате хранения есть материалы и 18 века. Хранятся здесь также документы о кыргызско-российском сотрудничестве. У нас есть информация, имеется самый первый официальный документ об установлении кыргызско-российских взаимоотношений. Он датируется 15 января 1786 года. Также имеются документы постановления правительства, распоряжения правительства, различные документы именно вот этих вот учреждений. Это и протоколы заседаний различных коллегиальных органов. Отметим, что активно поисковая работа продолжается вот уже на протяжении 5 лет. Работы ведутся с такими странами, как Турция, Китай, Узбекистан, а также Казахстан. Аида Матбекова, Эрмек Раимбеков, Нью ТВ.